Muhtaram Janobi Rais, Muhtaram Janobi Dabiri Kul, Xonimho va janobon. 24 сентября уважаемый Эмомали Рахмон в формате онлайн выступил на общих дебатах в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Было отмечено, что нестабильная ситуация в современном мире еще больше осложняется геополитической и геоэкономической конкуренцией и растущим уровнем угроз и опасностей, а также беспрецедентным распространением инфекционных заболеваний. Выступая на общих дебатах, лидер нации, озвучив официальную позицию нашей страны по Афганистану, обсудил беззаконие, убийства, грабежи и угнетение афганского народа. Было обращено внимание мирового сообщества на трагические нарушения международных прав человека в ходе событий в провинции Панджшер Афганистана. То, что сегодня происходит в Афганистане, в частности, растущая интенсивность этнической борьбы и этнических групп, является еще одним фактором, который еще больше дестабилизирует политическую ситуацию и ситуацию в области безопасности в этой стране. Президент страны 18 сентября во время пресс-конференции после завершения встреч и переговоров высокого уровня с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом подчеркнул, что скорейшее преодоление конфликта и напряженности в провинции Панджшер путем объявления прекращения огня и открытия дорог для обеспечения гуманитарной помощи жителей этого региона является одним из важнейших задач сегодняшнего дня. Было подчеркнуто, что этнические таджики, проживающие в Афганистане, имеют право занимать достойное место в государственном управлении республикой. По словам Эмомали Рахмона, приход к власти участников радикального движения «Талибан» еще больше усложнил и без того непростой геополитический процесс в стране. Глава нашего государства выразил сожаление по поводу того, что талибы не выполнили обещания и не сформировали инклюзивное правительство в республике. Президент подчеркнул, что Таджикистан не будет вмешиваться в внутренние дела Афганистана. Он предложил определить структуру власти путем референдума и с учетом позиции всех граждан страны и в очередной раз призвал к формированию инклюзивного правительства. По словам уважаемого Эмомали Рахмона, причиной нынешнего кризиса в Афганистане стал вывод войска из этой страны. Глава государства напомнил о гибели мирных жителей в результате обострения кризиса после возвращения к власти афганских талибов, о расправах над афганскими военными и госслужащими. Таджикистан ввиду собственного географического местоположения находится на передовой противостояния текущим угрозам, такие как терроризм, экстремизм, радикализм и незаконный оборот наркотиков. Наравне с другими актуальными темами особое внимание также было уделено и проблеме изменения климата. Президент выразил надежду, что 26-я сессия Конвенции ООН по изменению климата, которая вскоре пройдет в Глазго, будет содействовать достижению цели Парижского соглашения. В результате изменения климата и беспрецедентного глобального потепления более 1000 из 13 тысяч ледников в горах Таджикистана полностью растаяли. Было подчеркнуто, что в 2022 году в Таджикистане пройдет международная конференция высокого уровня по обзору международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития». Глава государства заверил в готовности нашей страны продвигать проблемы воды и климата на всех уровнях, прежде всего в сотрудничестве с ООН. 23 сентября в рамках официального визита председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали, город Нур-Султан Республики Казахстан и в знак уважения к истории, культуре, единству и сплоченности народа дружественной страны возложил венок вечному огню у монумента «Защитники Отечества», почтил минутой молчания память погибших на пути к свободе Республики Казахстан. Церемонии возложения венка уважаемого Рустами Эмомали сопровождали заместитель председателя Сената парламента Республики Казахстан Аскар Шакиров и другие официальные лица. В рамках программы официального визита уважаемого Рустами Эмомали в Республику Казахстан состоялись расширенные переговоры делегации Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Сената парламента Республики Казахстан, в ходе которых были обсуждены вопросы развития и расширения межпарламентских связей, а также отношений дружбы и стратегического партнерства между двух стран. В ходе встречи были подробно обсуждены нынешнее состояние межпарламентских связей и перспективы развития отношений сотрудничества с Сенатом парламента Казахстана. После встречи делегации состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Сенатом парламента Республики Казахстан.
Продолжение официального визита в Казахстан уважаемый Рустами Эмомали встретился с акимом Нур-Султана Алтаем Кульгиновым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы текущего состояния взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном, в том числе на уровне местных органов власти. После встречи с акимом Нур-Султана уважаемый Рустами Эмомали посетил научно-исследовательский и проектный институт Астана Генплан. Далее уважаемый Рустами Эмомали ознакомился с Центром мониторинга и оперативной реакции ИКАМЭК акимата города Нур-Султан. Данный центр работает круглосуточно, соединяет все контактные центры коммунальных учреждений города и таким образом является центральным пунктом связи с населением. Селение Танопчи района Тимур-Малик Хатлонской области для развития сферы здравоохранения и создания благоприятных медицинских условий были соорудированы и сданы в эксплуатацию современный медицинский пункт, спортивная площадка и дворец культуры. Медицинский пункт построен в современном стиле. В нем для предоставления качественных медицинских услуг 2500 населения созданы все необходимые условия. На данном объекте имеются стоматология, родильное отделение и амбулатория. Кроме того, для пропаганды здорового образа жизни и вовлечения молодого поколения к занятию спортом в данном селении была сдана для общего пользования современная спортивная площадка. Теперь жители селения, в основном молодежь, сможет заняться различными видами спорта из числа играми футбол, волейбол и баскетбол. Наравне с площадкой также были построены игровые сооружения. Для проведения культурных мероприятий в селении также была сдана в эксплуатацию двухэтажное здание Дворца культуры. Для благоустройства местности и создания новых рабочих мест в селении за годы независимости нашей страны были задействованы новые торговые центры, салоны красоты, швейные цеха и образовательные учреждения. За годы государственной независимости с целью реализации созидательных планов и программ правительства республики и главы государства, а также для достижения энергетической независимости страны, обеспечения достойной жизни населения, бережливого использования энергетических ресурсов в стране, началось строительство и реконструкция малых и больших гидроэлектростанций, высоковольтных линий электропередач и подстанций. За данный период для развития отрасли были внедрены 34 инвестиционных проекта на общую сумму 57 миллиардов самани, и в настоящее время продолжаются работы по внедрению 17 государственных проектов на сумму 16 миллиардов самани. Переданы в эксплуатацию гидроэлектростанции Сангтуда-1 и Сангтуда-2, 2 агрегата станции Рагун, центр по выработке тепла и энергии в городе Душанбе, десятки малых гидроэлектростанций, линия высоковольтной электропередачи Юг-Север, мощные энергетические подстанции. Строительство гидроэлектростанции Рагун и линии высоковольтной передачи Касса-1000 продолжается высокими темпами. Также продолжаются работы по реконструкции гидроэлектростанций Нурек, Сарбанд и Кайраком на общую сумму 12 миллиардов самани. Ожидается, что после реконструкции увеличится их мощность и сроки эксплуатации. За годы независимости энергетическая мощность нашей Родины постепенно увеличивается и достигла с 4044 мегаватт 1991 года до 6130 мегаватт в 2020 году. В результате проведения строительных и восстановительных работ была сформирована единая энергетическая система страны и устранены ограничения по подаче электроэнергии населению в осенне-зимние периоды, что считается большим достижением независимости. После полного ввода Рагунской ГЭС энергетическая мощность страны будет доведена до 9780 мегаватт или в целом увеличится на 60%, что создаст основу для достижения энергетической независимости нашей страны. С целью создания необходимых условий для привлечения иностранных инвестиций, современных технологий, создания современной инфраструктуры и оказания содействия вопросам о трудоустройстве населения, открытия новых рабочих мест, обогащения внутреннего потребительского рынка промышленной продукции и повышения жизненного уровня населения были приняты закон и положения о свободных экономических зонах в нашей стране. В настоящее время на территории республики организованы 5 свободных экономических зон – Сок, Пянч, Денгара, Ишкушим и Куляб. Свободная экономическая зона СОК была создана в 2009 году и расположена на юго-восточной части города Худжан Сагдийской области на площади 320 гектаров. В дальнейшем здесь имеется возможность расширения зоны до 2000 гектар.
Географическое расположение зоны играет важную роль для экспортирования промышленной продукции. Свободная экономическая зона Донгара была создана в 2010 году и расположена на площади 520 гектаров. Главной целью создания зоны является присутствие экономики региона и страны в целом в международном распределении труда, развитие экономического и торгового сотрудничества с зарубежными странами, увеличение экспортного потенциала страны, открытие новых рабочих мест, повышение жизненного уровня населения региона и республики, а также решение экономических и социальных проблем региона. Свободная экономическая зона Ишкашим была создана в 2010 году для ведения предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций. Здесь созданы льготные экономические условия и специальные экономические положения. Свободная экономическая зона Пянч была создана в 2008 году в Пянчском районе Хатлунской области на площади 400 гектаров. Главной задачей ее является создание увеличения экспортного потенциала республики, улучшение качества управления, обеспечение плодотворности производства и производства конкурентоспособных на мировом рынке товаров и активизация внешнеэкономических и региональных отношений. Достойная и гордая жизнь молодого поколения является достоянием нашего народа, и государство опирается на ее силу, знания, образованность и молодой задор. За годы государственной независимости для всестороннего совершенствования знаний и навыков молодежи и их привлечения к занятию спортом были созданы все необходимые условия, и ежегодно предпринимаются необходимые мероприятия. Согласно анализам международных организаций, Таджикистан является одной из стран мира, где преобладающую часть населения составляет молодежь, а средний возраст ее жителей равняется 22 годам. Необходимо отметить, что забота государства и правительства страны, в том числе для увеличения высших, средних и средних профессиональных учебных учреждений, направлена именно молодежи. Если в 2009 году число молодежи до 35 лет государственные службы составляло 35%, то сегодня эта цифра равняется 47%. Сегодня 90% личного состава вооруженных сил Таджикистана и более 50% строителей главной судьбоносной стройки страны Рагунской ГЭС составляет молодое поколение. Создание необходимых условий для развития физкультуры и спорта, являющиеся приоритетным направлением социальной политики правительства страны, направлены прежде всего для молодежи и пропаганды среди них здорового образа жизни. До достижения независимости на всей территории страны насчитывалось менее 1000 спортивных сооружений. Сегодня в стране более 10 220 спортивных сооружений, что позволило укрепить материально-техническую базу развития спорта, ее популяризации и подготовки молодых и юных спортсменов республиканского и международного уровня.